На странице 31 продолжаем отвечать на вопрос «Коя?» Куда? Рассмотрим диалог. Исенме былтыр. Здравствуй, былтыр. Исенме урдек дус. Здравствуй, утка, дружок. Син коя барасың? Куда ты идешь? Мин урманға барам. Я иду в лес. Син коя барасың? Этот вопрос можете записать отдельно в тетрадку, потому что можете любого спросить по-татарски. Куда ты идешь? Син коя барасың? Если у вас, конечно, есть знакомые татары. Мин урманға барам. Я иду в лес. И вместо слова урманға можно подставить любое слово. Например, мин магазинға барам. Мин по-татарски будет да, мин кибетке барам. Мин китапханеге барам. Я иду в библиотеку. Мин ішке барам. Я иду на работу. И так далее. Далее. Отвечаем на вопрос куда и кому. И окончание у нас нужно выбрать соответствующее. Например, смотрим, урман – это лес, а чтобы сказать куда, коя, в лес нужно добавить га, урманга. Оля – это кто? Это девочка Оля. Кому? Дай кому? Дай Оле. Вот в этом случае добавляется окончание га тоже. Оля га. То есть у нас окончание га, ге, ко, ке, они помогают ответить на вопросы куда и кому. Это как в русском языке в дательный падеж, да? Дательный падеж. Дальше. Куль – это озеро. Куда? В озеро. Кульге. Ляля – это ляля. Кому? Ляли. Ляля-ге получится. Давайте составлять предложения. Я иду, например, скажем, в цирк. Мин цирк-ка. Мин цирк-ка барам. Ты идешь в цирк. Син цирк-ка барасың. Он идет в цирк. Ол цирк-ка бара. Так, посмотрим, из чего состоит предложение. Мин – это местоимение, потом слово цирк, потом окончание, которое помогает ответить на вопрос «куда?». Барам – это иду. Посмотрите, нулевая форма бара – это идет. И просто к слову бара мы добавили букву «м», означает, что это я иду. И «сын» окончание означает, что это ты идешь. Вот и разобрали предложение.